Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан назначил посла в Монголию. Киргизских предпринимателей пригласили на выставку в честь 17-летия Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. В Ашхабаде восстановлено движение транспорта по улице Гюраглы и другие новости. Посол Туркменистана в Китае Парахат Дурдыев одновременно назначен послом в Монголии. Соответствующий указ подписал президент Сердар Бердымухамедов. Дурдыев является главой дипмиссии в КНР с февраля 2019 года. Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев пригласил предпринимателей из Киргизстана принять участие в международной выставке, посвященной 17-летию Союза промышленников и предпринимателей, а также в форуме «Инвестиции в будущее Туркменистана». Приглашение прозвучало в ходе встречи с послом Киргизстана в Ашхабаде Азизбеком Мадмаровым, где обсуждались перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. В Ашхабаде на участке улицы Гюраглы от улицы Нурмухамеда Андалиба до проспекта Сапармурата Туркменбаши вновь восстановлено движение транспорта. Движение было временно ограничено в связи с установкой нового модульного надземного перехода. Переход расположен недалеко от Туркменского государственного университета имени Махтум-Кули. Посол Индонезии в Туркменистане Рони Юлиантора завершает свою дипломатическую миссию. По этому случаю с ним встретился министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов. В ходе беседы затрагивались вопросы нынешнего состояния и перспектив развития туркмено-индонезийских отношений в политико-дипломатическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном направлениях. Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова на полях встречи высокого уровня в Астане встретилась с региональным директором структуры ООН «Женщины» для стран Европы и Центральной Азии Белен Санс Луке. Затяжные снегопады в Японии привели к трагическим последствиям. 1 человек погиб, 9 получили травмы. Особенно сложная ситуация сложилась в регионе Хокурику, где высота снежного покрова достигла 130 сантиметров всего за сутки. Стихия серьезно нарушила транспортное сообщение. Отменено около 150 авиарейсов, сбился график движения поездов и электричек, дороги стали труднопроходимыми. Примерно 800 домохозяйств остались без электроснабжения. Научная группа из Квинсленда достигла прорыва в репродуктивной биологии, успешно создав первый в мире эмбрион кенгуру с использованием технологии ЭКО. Ученые использовали генетический материал от уже умерших особей кенгуру, что открывает новые перспективы в сохранении исчезающих видов. Это достижение может стать ключом к спасению находящихся под угрозой исчезновения сумчатых, включая коал и тасманских дьяволов. Сборная Туркменистана по хоккею одержала вторую победу на зимних азиатских играх в Харбине. 6 февраля подопечные Ильяса Велиева со счетом 19-1 разгромили команду Индии. Аргентинский нападающий Лионель Месси признан лучшим игроком в истории футбола по версии издания 442. Следом в первой пятерке расположились Пеле, Диего Марадона, Криштиану Роналду и Йохан Кройф. Также в список из 100 футболистов вошел вратарь сборной СССР Лев Яшин, единственный голкипер, получавший золотой мяч. Он расположился на 26-й строчке. Месси, 37 лет, он является 8-кратным обладателем золотого мяча, самым титулованным футболистом в истории. На данный момент чемпион мира в составе сборной Аргентины представляет клуб МЛС Интер Майами. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.